О том, для чего нужна человеку прописка, знает каждый. Регистрация по месту жительства помогает сориентироваться во многих вопросах. Прописка решает в современной жизни буквально все. Попасть на прием к врачу, оформить ребенка в детский сад, получить социальные гарантии. Возможно только при наличии этого заветного штампа в паспорте. Процедура регистрации по месту жительства несложная. Достаточно сдать необходимые документы в соответствующие службы. В нашем случае в информационный расчетно-кассовый центр. Многих сибайцев смущает факт оплаты за прописку и выписку. Сейчас эта сумма варьируется в пределах 100 рублей. Насколько правомерно действие РКЦ? С этим вопросом мы обратились к руководителю юридического центра права Надежде Малиховой. Правила регистрации и снятия с регистрационного учета регулируются правительством России. С 1995 года эти правила практически неизменны. Постановкой граждан на регистрационный учет и снятием с учета занимаются органы миграционной службы. В данном случае это наш паспортный стол. Государственная пошлина за эту услугу не взимается. То есть паспортный стол за прописку и выписку деньги не берет. В этом же постановлении сказано, что ответственными лицами за постановку на учет являются организации, которые обслуживают жилищный фонд. В нашем случае это управляющие организации и ТСЖ. Поэтому им вы платите не за прописку и выписку непосредственно, а за дополнительные услуги по оформлению документов. Поэтому, с одной стороны, это вроде и не нарушение. С другой стороны, вопрос возникает в том, что платите вы не управляющей организации, а расчетному центру город. И вот вопрос, на каком основании, имеет ли право расчетный центр города взимать за это деньги, этот вопрос уже можно задать контролирующим органам. В других городах есть прецеденты, когда прокуратура после проверки признавала взимание такой платы недействительным и отменяла ее. Услуга регистрации по месту жительства в МФЦ предоставляется бесплатно, но документы здесь принимаются только от жителей частного сектора. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.